Из-за обильных осадков, которые совпали по времени с сезонной оттайкой земляного полотна, значительно разрушились участки автомобильных дорог регионального и местного значения на территориях Татинского, Амгинского, Мегио-Кангаласского, Улусов, что привело к затруднению проезда. Виталий Абрамов продолжит. На сегодняшний день отсутствуют проезды к 24 населенным пунктам. По автодороге Олба-Булун протяженность разрушенных участков составляет 52 километра. На автодороге Итык-Кёль-Харбалах-Чичимах 40 километров. По автодороге Амга протяженность разрушенных участков составляет больше 30 километров. В Амгинском Улусе объявлен режим ЧС. Промыло всего в 7 участках дорожного проезда. А также по муниципальной автодороге Амга, села Нюс, тоже есть, имеется одна промывка, то есть на 42-м километре тоже размыта дорога. Могут только ездить машины класса УАЗика, то есть большие грузы и маленькие машины, они не смогут проехать. Похожая ситуация образовалась и в Чурапче. Водители бензовозов не смогли проехать и решили вернуться обратно. Да, дорога в ужасном состоянии. Везде вода. Не проехать, не пройти. По Амгинской трассе дорожники оценивают ущерб за 200 миллионов рублей. На обеспечение проездов брошены все силы и средства. Решается вопрос о выделении дополнительных средств из Дорожного фонда республики. Чтобы обеспечить сегодня движение какого-то движения транспорта, нами принято решение сегодня все средства, которые у нас есть на содержание автомобильных дорог, начиная с августа по декабрь месяц снять и будут профинансирование для авансирования аварийно-восстановительных работ. Это в рамках действующих контрактов, которые мы по содержанию мы снимаем полностью. У нас не остается другого. И авансировать будем те предприятия, которые у нас работают на этих дорогах. Но основные аварийно-восстановительные работы будут производиться только после окончания осадков и спада воды, так как земляное полотно и грунты в карьерах находятся в переувлажненном состоянии. Сейчас ведутся работы по подсчету ущерба и подписываются акты разрушения автомобильных дорог. В настоящее время принято решение о централизованном закупе металлических водопропускных труб для того, чтобы их устроить на автодорогах местного значения. А пока региональная МЧС советует воздержаться водителей от поездок в места размывов дорожного полотна. Работают специалисты отряда Государственной противопожарной службы республики и спасатели службы спасения Республики Саха-Якутия. Задействована специальная техника, это ГАЗ-71 и вездеходы типа МУЛ. Осуществляется патрулирование автодорог. В случае необходимости спасатели готовы оказать помощь водителям. Виталий Абрамов, Анна Захарова, Василий Соловьев, НВК Саха, Чурапчинский, Амгинский Улусы, Якутск.